Закон, позволяющий строить в районах Крайнего Севера платные автомобильные дороги при отсутствии альтернативной бесплатной трассы, вступил в силу. Утвержденный закон разрешает строить платные автомобильные дороги в районах Крайнего Севера, если дорога или ее участок расположены вне границ городских и сельских населенных пунктов, а также если участком является отдельное искусственное дорожное сооружение. Ранее для районов Крайнего Севера действовало единое правило по стране об обязательном наличии бесплатной автомобильной дороги при строительстве рядом платной. Принятый закон предусматривает исключение из общего требования в отношении районов Крайнего Севера. Кроме того, в новом законе закрепляется условие бесплатного проезда легковых автомобилей и мототранспортных средств по платным автомобильным дорогам в целях обеспечения интересов населения Крайнего Севера. Как пояснили в Минтрансе, значительная часть населения районов Крайнего Севера проживает в отдаленных и труднодоступных местностях, не имея доступа к сети автомобильных дорог общего пользования. Многие поселения имеют транспортное сообщение с развитыми территориями только посредством зимних автомобильных дорог, речного транспорта, а иногда только воздушного. 72% россиян считают, что за последние 5 лет масса и объем упаковок продуктов в продаже уменьшился, а цена осталась прежней или выросла. Это раздражает 60% опрошенных, и 65% респондентов считают, что упаковки уменьшают, чтобы обмануть покупателей. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Людей спрашивали, замечают ли они изменения, увеличение или уменьшение количества продуктов в упаковке в магазинах и что они об этом думают. 14% опрошенных не заметили изменения упаковок продуктов. 4% заявили, что в упаковках стало меньше продукта, но и цены стали ниже. Уменьшение упаковок придумали производители продуктов, считают 74% россиян. 38% полагают, что за этим стоят торговые предприятия. Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям выдавать новые займы за счет наличных, поступивших в их кассы. Это следует из проекта указания, опубликованного регулятором. Центробанк указал в пояснительной записке, что документ разработан для повышения доступности услуг выдачи займов участниками микрофинансового рынка. Микрофинансовым организациям планируется предоставить право расходовать возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам для осуществления операций по выдаче займов в пределах лимитов по каждому договору займа, а также лимитов, ограничивающих общий объем наличных расчетов микрофинансовых организаций в течение 1 дня. Таким образом, документ может упростить оборачиваемость средств внутри микрофинансовых организаций, что теоретически может повысить доступность их услуг. Число малых и средних предприятий за год сократилось на 4% до 5,7 миллиона, на количество занятых в этом секторе на 5% с 16 миллионов до 15 миллионов 200 тысяч человек. Подобная динамика наблюдается впервые с 2016 года. Аналитики связывают ее с повышением НДС до 20%, снижением спроса и реальных располагаемых доходов населения, а также вялым деловым климатом и слабой доступностью финансирования. При этом сокращение числа компаний в данной сфере противоречит нацпроекту, согласно которому к 2025 году количество занятых в малом и среднем предпринимательстве должно достигнуть 25 миллионов человек. Ассоциация компаний интернет-торговли предложила новый способ легализации продаж алкоголя в сети. Об этом сказано в письме президента ассоциации на имя главы правительства Дмитрия Медведева. Фиксировать время и место реализации спиртного позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров с помощью облачных сервисов и QR-кодов. Такие документы формируются даже в том случае, если заказ был заранее оплачен онлайн. Курьер все равно обязан пробить второй чек, так называемый нулевой, с этой информацией. В ассоциации компаний интернет-торговли пояснили, что чек автоматически передается в Федеральную налоговую службу. Система даст возможность ограничить ночную торговлю алкоголем, а также оградить от него несовершеннолетних, полагают в ассоциации. Однако эксперты считают, что новая схема имеет слабое место. Речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем 1 на 1. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.